Почему ты так верен данному слову? И почему ты уверен в правдивости слов старика о пророчестве? Если бы он не искал пророка, разве он пришел бы сюда, несмотря на свой возраст? Пророчество ему больше подошло бы. Пусть он или же его сын, но мы не должны допускать рождения этого пророка. Убить неродившегося пророка? А разве пророчество — это преступление? А разве Муса, сын Имрана, не был пророком? Умолкни. Если появится этот пророк, исчезнешь ты и наша религия. Давайте лучше поклянемся, что мы вместе убьем его, и я клянусь в этом первый. Он в Мекке? Преследуя одного последователя пророка Исы, я преодолел жаркую пустыню и прибыл сюда. Многие мои друзья остались в пути или же бросили меня. Но что бы мне это ни стоило, я найду его и уничтожу. А теперь я клянусь, что с вашей помощью найду и убью его, и таким образом выполню завещание отца. Верблюды привязаны. Сколько я должен за воду? Вода из колодца Замзам не продается. Заплати только лишь за уход за верблюдами. Да, посреди пустыни бесплатная вода. Как долго ты не был в Мекке? Когда я был здесь в последний раз, этого колодца еще не было. Не было и того, что находится над дверью Каабы. По всей видимости, вы долго не были в Мекке. А кто этот юноша? Ты голоден? Возьми это и купи себе что-нибудь поесть. Он луна Мекки, и самый дорогой сын Мекки, и самый прекрасный человек. А есть ли у него сын? Нет. Как его зовут? Его зовут Абдулла. Пока еще не нашлась женщина, достойная его. Он очень уважаемый человек в Мекке. Небо Мекки наполнилось звездами, или же солнце вновь взошло, чтобы вот так сияло все вокруг. Да будет благословение Аллаха над тобой. Как может сиять такая дрожащая свеча, как я, в Мекке, где находится такое солнце, как ты? Я уже не надеялся увидеть тебя еще раз. Чтобы увидеть один твой облик, я просил Аллаха оставить меня в живых. Нашел ли ты то, что искал? Нашел, увидел, и он меня очень обрадовал. Я вижу тебя в окружении какой-то группы людей. Скажи, кто они? Это мои сыновья. Но у тебя ведь был только один ребенок. Ты прав. Да одарит тебя Аллах долгой жизнью.
Всевышний дал мне еще 10 сыновей. Это Харис, которого ты знал еще с детства. Это Абу Талиб. Это Зубайр. А если ты придешь к нам домой, то увидишь еще 7, которые с любовью поцелуют твою руку. Это для меня огромная честь. Как прекрасно тебя создал твой Создатель. Отгоните его лошадь. Заберите у него саблю. Не дайте ему уйти. Возьмите его саблю. Скорее. Давайте же, нападайте, нападайте со всех сторон. Схватите его, схватите, не упускайте его. Хашимиты! О, хашимиты! Где же вы, хашимиты? Помогите! Они убьют луну Мекки. Они убьют самого дорогого человека в Мекке. Абдулла! Я убью его. Он не должен жить. От него не должен родиться сын. Мы сделали все, что смогли. Клянусь святым писанием, если бы он захотел, то убил бы нас всех. Он ведь хашимит, обладающий сердцем льва. Все мекканцы сегодня будут в трауре по нему. Эй, Абдулла! Стойте, братья мои! Ничего не смогла услышать, о чем они говорят.
Хочешь узнать, о чем они говорят? Если пригласили только Абдуллу, значит, они заинтересованы только в нем. Что бы там ни было, сегодня день Абдуллы. Теперь послушай очень внимательно то, что я буду говорить. Послушай, для того, чтобы понять то, что говорит твой сын. Аллах знает, что я люблю его больше, чем себя. И для него среди моих сыновей особое место. Но то, что он рассказывает, очень странно. И мне очень трудно в это поверить. Мне все рассказать? Да. У меня есть тайна, которая очень меня волнует. И я не понимаю, что это. Иногда кажется, что кто-то мне что-то шепчет. Но когда я задумываюсь, то понимаю, что этот голос звучит внутри меня. Существует ли определенное время, когда это происходит? Нет. Это может происходить в любое время. Даже сегодня, когда я сражался с напавшими на меня, я слышал голос, подсказывающий мне, как защищаться, с какой стороны я получу удар саблей. Иногда этот голос говорит мне: «Мир тебе, сыну твоему, твоему роду». И тому, кто появится из твоего рода. Но мне не знаком этот голос. Иногда, когда я оказываюсь в пустыне и сажусь под каким-нибудь сухим деревом, чтобы передохнуть, то замечаю, что вдруг ветви этого дерева начинают зеленеть. А когда я поднимаюсь и ухожу, то дерево возвращается в прежнее состояние. Хвала Господу Масихе Исы, который продлил мою жизнь, чтобы я смог увидеть тебя. Со мной что-то происходит. Нет ничего страшного, мой сын. К тебе придет величие, которое прославит твое имя на весь мир. И когда же это случится? У всего есть свое время, сынок. И это время знает только лишь Аллах. Bu sırrı
А эту тайну никому не рассказывай, потому что я боюсь вреда завистников. Вы позволите мне увидеться с матерью? Прекрасный нрав и прекрасное лицо. Ты должен его беречь, как зеницу ока. В скором времени Аллах даст ему сына, для того, чтобы осветить этот мрачный мир. Я думаю, что причина сегодняшнего нападения на него только в этом. В священной Торе и в Библии было упомянуто его имя. Да, светлый день очень близок. Господин, вам приснился плохой сон? Я должен выполнить обещание, которое дал. Ранее этот голос уже трижды повторялся. В первый раз я не придал этому значения. Во второй раз я подумал, что мне это мерещится. А сегодняшний голос напугал меня и заставил дрожать. Поверь мне, Фатима, это не был плохой сон. Пришло время выполнить обещанное. Пришло время выполнить данное мной обещание. Рано или поздно я должен его выполнить.
Это слово сожжет нашу душу, Абдуль-Муталиб. Что же делать, Абдуль-Муталиб? Выполнить свое обещание или нет? Если я не выполню свое обещание, то как я это объясню Господу колодца Замзам? Я никогда не забываю о времени, когда я был в одиночестве и беспомощности. Да чтоб ваши матери пребывали в трауре. Куда вы идете? Если вы оставите Каабу хашемитам, то затем они станут претендовать на пророчество. Проклятие вам! Будьте вы прокляты! Не сжигай нас своим пламенем ярости, Харб. В чем мы виновны? Уже сколько лет ты вместе со своим отцом изгнаны из Мекки. Если он говорит, что во сне ему повелено быть владельцем колодца, то это правда. О, Харб, Абдуль-Муталиб очень почтенный человек. Он никогда не соврет. Пусть себе копает. Если он найдет воду, то мы завладеем ею. А если же он не найдет воду, то прослывет лжецом. Я знаю, острие меча хашемитов заставляет вас дрожать. Да уничтожит вас всех божество Губаль. Если он докопается до воды, вы будете вынуждены стоять на коленях перед ним. Вы поняли меня? Однажды, когда ваши предки сражались друг с другом, дед Абдуль-Муталиба схватил за шею твоего деда. И пока не зарубил его мечом, не отошел от него. Вот тогда-то прорицатели сказали: между хашемитами и сыновьями Умайята решающее слово будет за мечом. Мы не присоединимся к твоему призыву. Куда вы уходите? Послушайте меня. Твоя хитрость ни к чему не годится, Харб. Я думал, что смогу спровоцировать лидера в Мекке. Ведь у него только один сын. Только один. И у него нет сил противостоять курайшитам. Меня очень удивляет проявление страха этих людей. Это не страх, который заставляет их быть в стороне. Это влияние и уважение Абдуль-Муталиба. Ты никогда не сможешь перебороть его. Мы еще посмотрим. Куда ты идешь, о сын Умайята? Если вы не поможете мне, то я знаю, как с ним справиться. Я уничтожу его влияние и уважение. И все же, что способно сделать с человеком эта зависть? Как поживает Харис, курайшитский колодезник?
Ты хватай за руку того, кто тебе ровня. Ты понял? О, маленький Хашимит, где ты видел, чтобы араб хитростью убивал своего врага? Он достоин лучшей смерти, чем это. Остынет ли когда-нибудь гнев сыновей Умайята? Нет. Между нами всегда будет кровь, вражда и меч. Это предрекли предсказатели. Кто там? О, Харис, скажи ему, пусть выходит, и он увидит конец своей славы и почтения. Есть ли среди вас храбрец, который выйдет, когда я его вызову? Где вы, о войны, уставшие от крови, сражений и мечей? Где вы, о великие? Отец, отец, скорее поднимайся. Где вы, о мои соплеменники? Или вы не слышите мой призыв? Я призываю вас возродить былую славу мекканцев. Отец, давай же, поднимайся. Вот так. Что случилось, Харис? Сын Умайята замышляет какую-то смуту. А я подумал, что тебя укусила змея. Ведь ты у меня единственный сын. Кроме тебя у меня нет никого. И я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Не беспокойся, отец. Со мной все будет хорошо. И я всегда буду рядом с тобой. Иди, принеси мне немного воды. О, мекканцы, подходите, подходите все и послушайте меня. Я хочу поделиться с вами моей тайной. Крик сына Умайята звучит, как бой барабана. Очень громко, но внутри пусто. Слушайте, я должен поделиться с вами. До сегодняшнего дня я не видела, чтобы Абдаль-Мутталиб собирал всех своих сыновей. Не подготовка ли это к сражению? Связано ли это как-то с Абдуллахом? Что случилось? Я иду купить тапочки. Послушай меня. Вчера ночью я вспомнил об обещании, которое должен был выполнить. Ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Настало время выполнить свое обещание.
Ты будь свидетелем, Фатима, и ты достаточно для свидетельства. Я выполню свое обещание. Только не разжалобь меня своими слезами, о дорогая Фатима, в тот момент, когда мои сыновья покорно склоняют передо мной свои головы. Скажи мне, Абдуль-Муталиб, кто более достоин выполнить свое обещание, если не ты? Не знаю. Значит, настало время. Завтра утром время выполнить свое обещание, Абдуль-Муталиб. И это хоть немного, но успокоит мою душу. Разве Мекка не место для наших божеств? А разве эта земля не земля Мекки? Разве не вы называли сумасшедшим уважаемого человека Мекки из-за того, что он рыл колодец? Скажите мне. Клянусь божеством Лат, Узза и Манат, что он не сумасшедший и не глупый, и он очень хорошо знает то, что делает. Все почетные обязанности по приему паломников выполняют хашимиты. И это огромная честь для них. Но хашимиты хотят взять под контроль и колодец Замзам, который дорог нам и нашим предкам. А разве пророк Исмаил, который был избран для жертвоприношения, не был курайшитом? Клянусь, что он был курайшитом. Этот колодец принадлежит курайшитам, и вода, которая в нем, тоже принадлежит курайшитам. И давайте никогда не будем забывать, что этот колодец принадлежит курайшитам и будет всегда им принадлежать. Так уж повелось. Этот человек даже шайтана заставит одеть обувь наоборот. С чего это вдруг Харб, сын Умайята, начал защищать курайшитов? Кто произнес эти слова? Раб, который носит лохмотья? Или же знатный человек, который стремится заполучить имущество курайшитов? Хашимиты верят в одного Аллаха.
И разве есть кто-нибудь, кто не получил долю от нашей щедрости? Разве есть человек, который не знает о нашей щедрости и благонравии? Скажите мне. Я только хочу сказать, что вода из этого колодца принадлежит курайшитам. Да отсохнут руки, которые отделяют курайшитов от этого колодца. Да отсохнут у того руки. А разве ты не один копаешь колодец? Клянусь, что у меня нет больше помощника, кроме моего единственного сына. А если ты имеешь в виду других людей, то знай, что это честь, которой меня удостоили. Кто тебя удостоил? Владыка этого дома. Врешь. Этим ты хочешь завладеть прибылью, получаемой от воды. Кааба, Замзам и долина Мина — это достоинство Мекки. Все мои старания направлены на благо народа. И как же я могу продавать воду, которую пророк Исмаил, мир ему, раздавал бесплатно? И как это можно продавать воду, подобно имуществу? Ты врешь. Я хорошо знаю, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты так легко не избавишься от меня. Я не хочу иметь дело с таким подлым человеком, как ты. Я тоже согласен с Харбом. Поделись долей со знатными людьми, Абдуль-Муталиб. Такому старому человеку, как ты, не подобает быть алчным. Это унижение для тебя, а для твоих детей это стыд, да и только. Или ты отдашь долю, или хватайся за меч. Невежеству арабов нет конца. Разве эта земля не харам, запретная для кровопролития? Не увиливай. Бери меч и сражайся. Не призывай меня к сражению, потому что я стыжусь Господа проливать кровь перед Каабой. Клянусь Аллахом, если я подниму только свой голос, от вас останутся только окровавленные тела. А ты не боишься оставить сиротой своего единственного сына? Или же с его смертью прекратить свой род? У тебя ведь нет другого сына, кроме него. Есть ли у тебя еще сын? Лично я этого не знаю. Где хашимиты? Где верующие в одного Аллаха? Разве нет никого, кто бы мне помог? Харб, да будет проклятие Маната над тобой. Разве ты не нашел иного решения, кроме как сражаться с почтеннейшим человеком из курайшитов? Абдуль-Муталиб не из тех, кто боится сражаться. Но только Аллах свидетель, что у меня нет в руках сабли. Да будут ваши матери в трауре. Отпустите свои мечи. Клянусь Хубалом, что нет другого выхода, кроме сражения. Посмотрите на этого изгнанного из племени курайшитов. Хочешь хозяйничать над водой Замзам и ее распределением между паломниками? Какой же ты старец, что винишь меня из-за грехов моего отца? Свободные люди не виновны в грехах своих отцов. Харб, ты хочешь сразиться с этим человеком, обладающим великой душой?
Я только прошу свою долю, которая досталась мне от отца. Если бы у твоего отца была бы какая-то доля, то его бы не изгнали из Мекки. А если знатные курайшиты позволят, я отдам тебе кое-что, чтобы ты успокоился. У меня есть одно предложение, если вы все согласны. Мы уважаем ваше мнение из-за вашей седины. Завтра утром, с первыми лучами солнца, по одному человеку из каждого рода отправятся вместе с Абдель-Муталибом в Шам. И все будут согласны с решением, которое там будет вынесено. И это решение также будет согласовано. Ты думаешь о завтрашнем дне? Если бы эти люди не были так невежественны, и если бы я не был единственным сыном отца, то отец никогда не пошел бы на такой договор. Интересно, что будет завтра? Если выберут тебя, то что будет со мной? А если меня не выберут, то что будет со мной? Этому человеку нужен только я, и, иншаллах, выберут меня. А может, тебя уже выбрали? Кто знает? Если меня выбрали, это счастье для меня. И ты не протився этому выбору. Кто я такая, чтобы так поступать? Абдель-Муталиб дал нам права, которых мы не имели, живя в невежественном обществе, где к нам относились как к собакам. Если он пожелает, то я с большим удовольствием отдам свою жизнь за него. Но все же, что я буду делать без тебя? Завтра день жертвоприношения. Это нас принесут в жертву. Тебе какое дело? Я не позволю. Не позволю. Что ты говоришь? Ты не должна перечить отцу и ставить его в трудное положение. Это будет несправедливо. Да отсохнет мой язык. Я не смогу оставить его в трудном положении. Но все же, что я буду делать без тебя? Такому, как я, за честь быть убитым мечом ради него. И более того. Давай сбежим. Это все же лучше, чем смерть. Нет. Хоть и для виду, но Абу-Лахаб должен остаться. Ну хорошо, а что если выберут тебя? Не знаю. Что это за обычаи такие? Дочерей бросают, сыновей убивают. И это происходит среди арабов. Лучше беги этой ночью, сейчас же. А как же потом очистить нашу семью от такого пятна? Я не хочу умирать. Но такой позор хуже смерти. О мой Умар, этого не должно случиться, Абу-Талиб. Я боюсь, что отец выберет не меня, а другого. Я не переживу твоей кончины.
Но если ему так угодно, тогда какое значение имеет жизнь? Приму это с радостью. С радостью. Что бы я ни просил у Аллаха, Он дал мне все. И самое лучшее из всего — это ты. Клянусь Аллахом, которому поклонялся пророк Ибрагим, я боюсь, что отец выберет не меня, а кого-нибудь из моих братьев. Что я буду делать, если он выберет Абдуллу? Ты думаешь о завтрашнем дне, Абдулла? Я размышляю о звездах. Когда я смотрю на небеса, то думаю, кто их создал? Идолы, созданные арабами, не могут защитить даже самих себя, не то что сотворить такое. Говори потише. Арабы тебя разрубят саблями за такие слова. Может быть, завтра так и будет. Как прекрасно быть ханифом и верить в одного Аллаха. Кого, интересно, выберут завтра? А что, арабы не знают идолов, созданных собственными руками? О чем говорю я и о чем говоришь ты? Завтра день смерти. Ты говоришь о смерти, а я говорю о жизни. Если бы мы все искренне верили в то, что есть Создатель этих звезд, этой земли и этого тела, куда ты идешь? Смотреть на небеса, пока есть возможность. Может, такой возможности больше и не будет, а я буду спать. Если речь идет о смерти, то ничто не сможет собрать внимание человека так, как сон. Это похоже на ночь перед боем. Интересно, что делает отец так поздно у дверей Абу Талиба? Или уже выбрали его? Проснись, Абдуль-Муталиб, очнись. Раз ты уже выбрал свою жертву, то очнись. Глаза с нетерпением ждут твоего решения. Да прольются кровавые слезы моей души этой ночью. Кровавые слезы.
Фатима, что ищет госпожа Мекки в Каабе среди ночи? Я стала тенью для уважаемого человека Мекки. Из-за того, что он полностью посвятил себя помощи сиротам и обеспечению нужд паломников, он не замечает эту тень. Чтобы я не видел твои слезы, ты укрываешься в Каабе? Я не пришла сюда, чтобы просить то, чего нет в твоей душе. Клянусь Каабой, когда я увидела твое отчаяние перед невежеством арабов, я тоже очень отчаялась. За правду. Они осуждали меня только из-за того, что я говорил правду. Сыновья Умайята хотят взять верховенство над Меккой. Лидеры курайшитов, может, и на моей стороне, но на самом деле они хотят искоренить верующих в единого Бога. Завтра они зовут меня выйти в путь в пустыню несчастий. Что мы можем сделать против этих несчастий, кроме как сожалеть? У кого выше степень, у того больше печаль и боль. Я боюсь, что после меня это священное место, которое они заполнили бесполезными камнями-идолами, станет причиной того, что угнетатели будут еще более жестокими, а угнетенные еще более слабыми. И это меня очень печалит. И Харис, этот сирота без матери, как он справится с этими коварными людьми? О, если бы Абдуль-Муталиб женился на других женщинах, и таким образом родились бы на свет братья Харису, чтобы помочь ему. И как же у меня будет ребенок, когда мне уже более 50 лет? И поверь мне, что ты тоже далеко уже не молода. Это невозможно. Ведь пророк Закария тоже говорил так. Но ему было сказано: «Мы тебя обрадуем рождением Яхьи. Что угодно Богу, то сбывается». Разве ты не из потомков того пророка Ибрагима, чьим сыном был Исмаиль, колодец которого ты копаешь? Да лишусь я своего языка, если я обидела тебя словом. Будь свидетелем, Фатима. Для меня достаточно твоего свидетельства, Фатима, в заключении договора с Господом Каабы. Я даю обещание, если Аллах даст мне 10 сыновей, несмотря на мою любовь к детям, и я клянусь, что выполню свое обещание. Я обещаю здесь, что принесу в жертву одного из них, когда придет время. Да будет осыпана моя голова черной землей. О, невежды! Что же вы сделали? Что же вы сделали с этим прекрасным человеком, что заставили его дать такое обещание? Что же это за такой обет?
Что за нескончаемая сила и энергия в этом человеке? Эта жажда убьет меня. И кто это придумал, что решение, вынесенное в Шаме, будет правильным? Кто повел нас по этому ошибочному пути? Да будет проклятие идолов арабов тем, кто сражался против тебя, о Абдуль-Муталиб. Оставь свое проклятие этой жгучей пустыне. Скоро эта пустыня заберет у нас все. Я же вам говорил, что надо брать с собой человека, знающего дорогу в Шам, но вы не послушались меня. У нас не осталось воды даже для питья. Клянусь божеством Губаль, эту дорогу я проходил более 100 раз, но ни разу не оказывался в таком положении. Жажда уничтожит меня. Воды, воды! Я отдал бы все, что у меня есть, ради одного глотка воды. Отдал бы все. Что ты видишь, Абдуль-Муталиб? Вижу бесконечную безводную пустыню. Я не хочу умирать. А кто хочет умирать? Ты собираешься копать колодец в этой пустыне? Или же тебе явилось новое видение? Да, новое видение. Если ты умрешь, будет неправильным стать пищей для диких зверей. Правильно говоришь. Будем копать себе могилы. Не подобает, чтобы почтенных людей из арабов съедали дикие звери. Нечего ждать. Давайте копайте могилы. Да, ты прав. Как и всегда, ты говоришь правду.
Мы за собой хоть кого-то оставляем, но род бесплодного Абдуль-Муталиба прекратится. Да будет над тобой проклятие Губаля. Почему ты бесконечно задеваешь Абдуль-Муталиба? А ты занимайся своим делом, проклятый. Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Защищайся. Послушайте, смерть уже близка, нет нужды в мечах. О Всевышний Господь, Ты создатель всего этого мира. Ты видишь этих людей. Они погружены в невежество и гордятся этим. Они настолько невежественны, что сидят у своих могил и ничего не делают для того, чтобы спастись. Они верят в то, что сказано по ошибке. Но в то же время спорят со мной в отношении того, что ты возложил на меня. Они не думают ни о чем, кроме как о женщинах и о выпивке. О Всевышний Господь, пошли мне еще почтение, чтобы они признали меня. Куда же он ушел? Вода! Идите сюда! Идите же! Здесь вода! 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 Вы слышали? Он сказал вода! Это голос Абдуль-Муталиба! Он нашел воду! А Абдуль-Муталиб нашел воду! В этой пустыне? Или он видит мираж, или же он сошел с ума. Это вы с ума сошли. Самый ненавидящий Абдуль-Муталиба среди вас — это я. Но даже я знаю, что когда Абдуль-Муталиб что-то говорит, то он говорит только правду. Да, правда. Давайте, бежим. Не пейте много, иначе вы не сможете продолжить путь. Куда это? В Шам. Да, конечно, он говорит правду.
Ты видишь это чудотворение и делаешь вид, будто не замечаешь его? Ведь это так? Это вода одно, а Замзам совсем другое. И не говорите, что появление этой воды чудотворение. Клянусь, что я более 100 раз отправлялся в Шам этим путем, но этого родника я здесь никогда не видел. И тот, кто в этой страшной пустыне одарил его водой, даст ему и Замзам. И я не буду ему больше противоречить. Я буду пить, пока не лопну. О, Харп, если ты хочешь, я пойду с тобой. Я боюсь, что ты с помощью колдовства совершишь еще чудотворение. Но знай, не будет конца той ненависти, которую я испытываю по отношению к тебе и к твоим детям. Земля сырая, земля сырая. Да, действительно земля сырая. Харис, тяни. И так быстро наполнилась. Она легковатая что-то. Золото! Золото! Смотрите, это золото! Из колодца вышло золото! 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 Идите, смотрите! Идите, подходите сюда! Это золото! Золото! Идите, посмотрите! Да здравствует золото! 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 О, великий Абдуль-Муталиб, я же говорил, он не станет зря копать колодец. И хорошо знает, куда лучше бить мечом. Он всегда поступает правильно. Ты никогда не образумишься, Харп. Сегодня такое, завтра сякой, и никак не изменишься. А разве не звон этого золота вывел всех лидеров курайшитов из своих домов, несмотря на это пылающее солнце? А будет ли нам доля из этого богатства? Отец, ты нашел огромный клад. Ты прав. Ты прав, что клад огромный.
Для меня самый большой клад — это вода. Взяв клад себе и просто уйти будет совсем неправильно. Вот он, мой клад. Это что ли? Да это просто мутная вода. А я имею в виду золотых антилоп. Соберите всех старейшин курайшитов, и я буду согласен с их решением. С их решением? Я добрался до воды Замзам. И пусть знают все, кто в Мекке, и сообщат тем, кто отсутствует, что эта вода бесплатна для всех. И никто не имеет права продавать эту воду или же отдалять кого-нибудь от этого родника. Между курайшитами и Каабой все решит жребий. Курайшиты, Кааба и Абд-аль-Муталиб. Будем тянуть жребий, ведь арабы никогда не сомневались в жребии. И все должны проявлять уважение к решению богов. Первый жребий будем тянуть за золотых антилоп. Кааба. Второй жребий — за щиты и мечи между курайшитами, Каабой и Абд-аль-Муталибом. Абд-аль-Муталиб. В знак благодарности я дарю эти мечи и щиты Каабе. И хочу, чтобы из них сделали дверь для этого дорогого Божьего храма. Опять ты выиграл. Но обязательно придет день мести.
Сегодня наступил день выполнения обещания. Почему вы плачете? Клянусь Аллахом, что мы добровольно приняли волю Отца. Не подобает женщинам хашимитов унижать имя своих мужчин. Оставьте свои крики в день праздника жертвоприношения. Он как пророк Ибрагим, ведущий своего сына Исмаиля на место жертвоприношения. Что это за обещание, Абдуль-Муталиб? Вернись обратно. Не смогу. Тяжела доля твоего сына. Давай же откажись от этого обета. Я не могу отказаться. О, Абдуль-Муталиб, клянусь божеством Губаль, это нововведение. Нарушь свою клятву. Клятва не нарушается. О, Абдуль-Муталиб, если араб нарушает свое обещание, то не сможет поднять голову от стыда. Это правда. Но твое обещание сожжет их души и сломает жизни. Довольно. Нарушь свою клятву. Я не смогу этого сделать.
Оставьте тех, кто будет осуждать меня, и тех, кто будет хвалить меня. У меня есть обет, который я дал своему Господу. Те, кто не хочет, чтобы я выполнил свое обещание, первыми станут осуждать меня, если я поступлю так, как они хотят. Оставьте меня, потому что я это делаю не по своей воле. Когда я давал это обещание, у меня был один сын. И не было никого, кто бы поддерживал меня, кроме Аллаха. Арабы меня осуждали. Курайшиты, издеваясь, называли меня бесплодным. И тогда на меня была возложена обязанность выкопать колодец Замзам. И это одиночество заставило меня полагаться на своего Господа и ни на кого другого. Я попросил у Него, чтобы Он одарил меня 10 сыновьями. Он выполнил мою просьбу, и Фатима — свидетель этого моего обета. Знайте, после этого никто не имеет права давать такой обет. И это закон, который я установил. Он очень тяжелый и невыносимый. Вот я и мои 10 храбрецов. Клянусь Каабой, что я люблю их больше своей жизни. Что стоит жизнь? Я жертвую ею за тебя. Я готов. Но у него есть маленький ребенок. У тебя тоже есть еще не родившийся ребенок. Я уже прожил свое. Не завидуй мне, пожалуйста. Вставай, мой храбрец. Он не имеет права выбирать. Харб сын Умайята говорит, что если Абд-аль-Муталиб добровольно не приносит жертву, то в этом случае он не имеет права выбирать. Кого выберет божество Губаль, того и надо приносить в жертву. Скажите хранителю идолов, чтобы он бросил жребий. Разве жребий не является обычаем арабов? Да, ты говоришь правду. Хашимиты не имеют никакой связи с идолами. Разве пророк Ибрагим выбрал Исмаила по жребию? Скажите мне, но ведь ты не пророк Ибрагим. И твои дети не Исмаил? Будем тянуть жребий. Да, будем тянуть жребий. Хоть мне это и не нравится, но пусть будет по-вашему. Какого бы сына ни выбрали, я все равно буду стоять на своем. Тяните жребий между моими 10 храбрецами.
Я согласен, какой бы из них ни вышел. Мы склоняем голову перед Твоим решением, Отец. Да ослепнут глаза, не увидевшие это. Мы сломаем высокомерие Твоих врагов. У Тебя 10 сыновей и 10 жертв. Мы готовы пожертвовать собой ради Тебя. Наши шеи тоньше, чем волосок. Где вы еще найдете такого отца? И где найдете таких братьев? Было бы у нас 1000 жизней, чтобы отдать всех их за Тебя. Если потянешь жеребий и убьешь, станешь убийцей собственного сына. Откуда сыновьям умеется знать, что такое давать и выполнять обет? Как легко принимают смерть эти львы хашемитов. Тяните жребий. Как только прикажешь, я буду тянуть жребий. Абдулла. Как я смогу вынести это? Ты просишь самого лучшего, самого лучшего. Возьми меня, Отец, он еще юноша. Отец, я должен был пойти, а не он. Он не должен умереть, это я должен. Возьми меня вместо него, прошу тебя. Он луна Мекки, и нет подобного ему. Нет, бери мою жизнь, но его не трогай. О, дорогой Отец, сделай то, что тебе велено, и найдешь ты меня из числа терпеливых. Нет, не жертвуй Абдуллахом, он самый лучший среди людей. Не берите его, клянусь, что он присматривает за сиротами. Не берите его. Нет, не Абдулла, нельзя, такого человека больше не будет. Оставьте меня. Если он избрал самого лучшего из людей, то кто я такой, чтобы спорить с ним, идти против его решения? Готов ли ты, мой храбрец? Это воля Аллаха, и я подчиняюсь Его воле. Ты меня забираешь с собой. Горы учатся у тебя непоколебимости.
Разве пророк Ибрагим, Халилюллах, не любил своего сына Исмаиля? Из твоих уст течет мед, о сын мой. Чего он еще ждет? Убей! Ложись, мой храбрец. Настало время жертвоприношения. Остановитесь! Остановитесь! О, благороднейший человек Мекки, прорицательница, ты здесь в такое время? Не трожьте лучезарное солнце. Что она тут делает? Разве ты не видишь печальный взор ее матери? Клянусь Аллахом, что после него я тоже не смогу жить. Если твое видение заставляет тебя выполнять обещания, то меня предупредило движение созвездий. Отпусти его, пока мы не найдем другого решения. Какое зрелище! Бросают жребий, вытаскивают мечи, приводят прорицательницу. Что с тобой, Абдель-Муталиб? Если меня попросят показать щедрого человека, то я без сомнений покажу тебя. Клянусь Хубалом, что я не являюсь врагом ни тебе, ни Абдуллаху. Но все же, как быть с твоим обещанием? Меня отправил сюда тот единственный Аллах, который велел ему выполнить обещание. О мекканцы! Есть ли среди вас тот, кто не знает меня? Всем известно о знании, которое тебе дано. И даже если здесь присутствуют те, кто тебя не знают, они будут согласны с твоим знанием. Да вознаградит тебя Господь Каабы. Что у вас принято платить, как выкуп за человека? 10 верблюдов. Знайте, то, что я сейчас произнесу, не принадлежит мне. Отдайте 10 верблюдов за свободу жертвы, и потом пусть бросают жребий между ними. А если вновь жребий падет на Абдуллаха, добавьте еще 10 верблюдов. Но будет ли доволен этим Господь? Если бы Он не был этим доволен, то не отправил бы меня сюда с таким больным телом. Мне было видение. То же самое, что и тебе. Будем бросать жребий. Да, будем бросать жребий. Будем бросать жребий. Да, будем бросать жребий. Давайте же, бросайте жребий. Первый жребий. Мы все будем согласны с тем, что выпадет, и не будем это отвергать. Абдулла, бросай жребий за 20 верблюдов. Абдулла, я готов жертвовать ради него. Бросай жребий за 30 верблюдов. Хорошо, сделаю. Абдулла.
Абдель-Муталиб очень богатый человек, и чтобы спасти своего сына, отдаст все свое стадо верблюдов. Ты желаешь пролить его кровь, не так ли? Сколько бы ты ни любил Абдуллаха, конца моей ненависти не будет. Но он самый лучший. Абдулла! 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 Верблюды! Верблюдов! Develer develere vurdu. Durun! Durun! Остановитесь! Durun! Стойте! Еще раз бросим жребий, чтобы быть уверенными, что это не случайность. Абдель-Муталиб, я должен удостовериться, доволен ли этим мой Господь или нет. Как ты пожелаешь. Верблюды! Опять жребий пал на верблюдов. Еще раз! Тяни! О, отец! Тяни! Я продолжаю тянуть. Он будет бросать жребий, пока не убьет своего сына. Покажи нам. Неужели Абдулла? Верблюды! Опять жребий пал на верблюдов. Хвала тебе, Господи. Невежество арабов и их жребий замучили нас.
Только теперь я убедился, что мой Господь доволен этим. Ради свободы жертвы мы даем 100 верблюдов. Хвала Господу за то, что Он еще раз подарил мне тебя. И хвала Ему за то, что Он выбрал меня для выполнения обета. Сегодня был очень трудный день, но конец хороший. И я хочу добавить к этому счастью еще одно. В этот день следует провести торжество. И весь народ Мекки сегодня мои гости. В эту ночь любимые женятся и соединятся. Но, отец, я только что спасся от меча. И очень хорошо. А теперь скажи, кого ты видишь достойной стать твоей женой? Не смотрите на него так. Он смущается. Он не скажет об этом никому, кроме меня. Я знаю. Верблюды готовы. Зарежьте верблюдов, и пусть в эту ночь никто не останется не поевшим мясо жертвы. Накормите даже диких зверей. Куда пойдем, отец? Вначале мы пойдем в дом моей любимой жены Фатимы, а после этого в дом Вахба. О, Вахб, ты хорошо знаешь меня и моего сына. Я хочу женить своего младшего сына на целомудренной девушке, которая еще не выходила замуж. И я хочу, чтобы сегодняшний случай не оказывал на тебя никакого влияния. Это было испытанием для меня, Фатимы и Абдуллаха. Очень важное испытание. Абдуллах не богат. Он очень бедный человек. Работает в поле
придает большое значение своему труду и никогда не претендовал на отцовское имущество. Теперь скажи мне, выдашь ли ты свою дочь за него? Нет людей, подобных Абдуллаху и тебе, которые являются луной Мекки. Послушай, Абдуль-Муталиб, я постоянно старался следовать за тобой, и так же поступали мои дочери. Поверь, что и у меня нет мирского богатства. Единственное богатство, которое я имею в этой жизни, это моя семья и моя дочь, лицо которой еще не видело солнца Хиджаза. Да облагодетельствует вас Аллах. Мы не сомневаемся в том, что она бесподобна. Она будет причиной появления на свет жемчужины, которая осветит весь мир. Если, конечно, даст свое согласие. Подай мне это. Я буду очень благодарен, если вы это примете. У Абдуллаха нет ничего из мирского богатства, кроме широкой души и клочка земли, который он обрабатывает ради куска хлеба. Если примете, я буду весьма благодарен. Я согласна. Идут! Идут! Идут!
Сегодня воссоединились луна и солнце, сверкающая луна и сияющее солнце. Аллах лучше знает, что подаренная тебе нами — это луна Мекки. И нет больше другого такого человека. Аллах лучше знает, что подаренное вам мною — это чистое и сияющее солнце. Она будет ему достойной женой, Абдуль-Муталиб. Теперь послушай меня внимательно, мой сын, которого я люблю больше своей жизни. Твоя жена никогда не должна обижаться на тебя. Цветы бывают очень хрупкими. Не забывай это. Послушай своего отца, о любимая дочка. Твой муж никогда не должен обижаться на тебя. Луна, которая потихоньку уменьшается, долго возвращается в прежний вид. Не забывай это. Как я могу обижать такой цветок? И я нуждаюсь в лунном свете. Нам, старикам, больше нечего тут делать. Hazır olun. Готовьтесь. Настало время отправки. Поэтому прошу вашего благословения. Да хранит тебя Господь Каабы. Если ты встретишь христианина Шазана, то передай ему от меня приветствие. Почему ты на меня так смотришь, матушка? Позволь мне на тебя насмотреться. Я еще вернусь, мама. Может, ты все-таки останешься, Абдулла? Внутри меня какое-то предчувствие. Послушай, дорогая Амина, беспокойство — это чувство, присущее женщинам, а у молодых невест оно бывает еще сильнее. Если бы на этой земле была вода, то я бы не изменил свое ремесло. Скажи мне, Абдулла, как мне тебя ждать? С терпением? Я тоже буду терпелив. Счастливо оставаться. Счастливо оставаться, братья. Счастливо оставаться, Мекка. Прощайте. Какое это печальное прощание.
Амина! О, Амина! Идем! Возвращаются! Они возвращаются! О, любимая дочка, расставание осталось позади. Не знаю, внутри меня какое-то странное чувство. Да будет это к добру. Если будешь быстро скакать, то доберешься до Ясриба за 3 дня. Это молодой и здоровый конь. Скачи так, чтобы даже смерть не смогла догнать вашу пыль. Отправляйся поскорее, Харис. Это лекарство от его болезни. Скажи смерти, что Фатима не сможет вынести разлуку с Абдуллахом. Приведи обратно мою жертву.
Ölüme söyle. Скажи смерти, что я ношу ребенка Абдуллаха, и этот ребенок разговаривает с матерью. Передай этот платок ему и спроси, как назвать ребенка. Ради этого ребенка приведи его обратно, Харис. Вот и прибыли. По-моему, это и есть Ясриб. Давай еще немного. Давай, мой смелый. Скажите, это Даруль-Набига? Что тебе надо, о чужеземец? Ищу одного человека. Я сын Абдуль-Муталиба. Ты сын Абдуль-Муталиба? Да, я Харис. Ты правильно пришел. Слезай с лошади. То, что ты ищешь, находится здесь. Возьми, выпей. Очень холодная вода. Где он? Он лежит под той пальмой. Отдыхает. Отдыхает, говоришь? Да, и никто не сможет отдохнуть так, как он. Он ушел с миром и говорил о своей жене и ребенке. У него был ребенок? Его присутствие принесло этому финиковому саду благодать. Деревья сразу же дали плоды, и со всех сторон забурлили родники прохладной воды. Скажи мне, мой дорогой брат, что я теперь скажу отцу, матери, твоей жене? Что я скажу твоему сыну? Что я скажу твоему сыну? Что я им скажу? Вскоре сын Абдуллаха появился на свет.
Обещание Аллаха исполнилось, и имя нашего пророка, господина Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, прославилось на весь мир. И да благословит его Аллах в день его рождения, в день смерти и в день его воскрешения.